Мы с вами живем в горной местности, где зима длится полгода. Сама природа способствует развитию зимних видов спорта, а в особенности горнолыжного. В 1989 году при Доме пионеров была организована секция горнолыжного спорта. Первым тренером стал Владимир Евгеньевич Гаврилов. Горнолыжная база начала обустраиваться еще в 80-х годах. Однако это было на уровне нескольких энтузиастов. Официальное обустройство горы Западной началось только в 1997 году. Именно тогда был выдан акт землепользования отделу народного образования под строительство базы, но соответствующего финансирования заложено не было. Трасса вытаптывалась ногами. На общественных началах был сконструирован лыжебуксир. Только в 2007 году городская администрация во главе с Игорем Владимировичем Герасимовым изыскала возможность приобрести канатную дорогу и ввести штат горнолыжной базы в городской оздоровительный комплекс. Так что официальным днем рождения горнолыжного спорта в Железногорске стал день 1 декабря 2007 года. Однако говорить о полном завершении оборудования базы еще рано. До сих пор земельный участок не отведен, официально не оформлен, не созданы нормальные условия для отдыха спортсменов, переодевания, хранения инвентаря. Отрабатывать спортивную технику катания тоже пока невозможно из-за отсутствия снежного покрова нужной плотности. Такой покров обеспечивается только специальной техникой, которой база не располагает. Все это не дает получить лицензию на открытие секции горнолыжного спорта. Поэтому наши ребята, выезжая на соревнования, считаются спортивными туристами. При всех сложностях спортсмены и тренеры добиваются неплохих результатов. С 2009 года горнолыжники регулярно выезжают на зональные, региональные и областные соревнования. Целью занятия спортом на свежем воздухе прежде всего является здоровье, развитие выносливости, спортивной дисциплины детей и подростков. Однако без стремления улучшать свои показатели, соревноваться с такими же ребятами из других городов, исчезает стимул, спортивный азарт. Поэтому тренеры стараются вывозить ребят на чемпионаты. С 2010 года в Железногорске 9 спортсменов получило второй взрослый разряд, 10 человек – третий взрослый. Юношеские разряды имеют все занимающиеся в секции ребята. Есть и призеры региональных и областных соревнований. Сумгатуллина Виктория, Сафонов Алексей, Воронина Ирина. Ирина получила свой приз Байкала за 3-е место совсем недавно, в декабре 2012 года. Всего из 120 действующих чемпионов Иркутской области 8 из Нижнеилимского района. С 11 по 14 февраля этого года в Байкальске состоялся открытый чемпионат и первенство по горнолыжному спорту. От нашего города выступало 8 девочек и мальчиков с 1996 по 2001 год рождения. Лучший показатель наших ребят – 6-е место в слаломе-гиганте у Сергея Апостолова. И это очень хороший результат, так как соперниками на трассе были представители Иркутска, Ангарска, Братска, Байкальска. А за несколько дней до этого чемпионата в Ангарске на открытом первенстве Сергей занял 3-е место. Неудивительно, что участники соревнований в Байкальске заняли все призовые места в открытом районном турнире по горнолыжному спорту на Кубок мэра и Нижнеилимской территориальной избирательной комиссии. Турнир прошел 23 февраля на горе Западной. Сейчас спортсмены готовятся к очередным зональным соревнованиям, которые пройдут в Байкальске с 1 по 5 апреля. Поездки на первенство осуществляются при поддержке родителей ребят, а также спонсоров, людей неравнодушных, откликающихся на нужды развития спорта. Всегда такую поддержку оказывает ОАО «Коршуновский ГОК». Вот и последняя поездка состоялась во многом благодаря материальной помощи комбината. Также в финансировании приняли посильное участие предприниматели Белозерова Наталья, Бутакова Ольга, Бухтаяров Владимир, Зиганьшина Людмила, Ковинина Ольга, Митрофанова Елена, Малахов Валерий, Наумова Наталья, Теймуров Фельман, Хафизулина Марина, Яковлевы Игорь и Николай. Большое им всем спасибо. Закрытие сезона горнолыжного спорта на горе Западной пройдет 23-24 марта. Приглашаем всех любителей активного отдыха. Занятия спортом, как одним из видов внеурочной деятельности, важны не только для физического развития детей, но и для их социализации и адаптации в современном обществе. Именно этому вопросу был посвящен районный семинар педагогов дополнительного образования. Он состоялся 26 февраля в Центре развития творчества детей и юношества имени Замарадского.
По данной теме коллектив Центра работает с 2006 года. Разработана программа развития учреждений по теме «Социализация личности ребенка как условие его социальной успешности». Данный семинар задуман как распространение опыта работы педагогов Центра. На семинаре присутствовало 27 педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов из учреждений дополнительного образования, детских клубов по месту жительства, общеобразовательных школ города и района. Темы выступления отражали весь спектр дополнительного образования. От социальной адаптации дошкольников до развития социальной активности старшеклассников через привлечение к работе в местных СМИ. Кроме выступлений педагогов, в программу семинара вошли также и практические занятия. В заключение семинара выступила Бирман Нелли Михаэлсовна, методист методического отдела муниципального учреждения «Ресурсный центр». Отметила важность социализации ребенка для становления его личности, самоопределения личностного и профессионального. Все выступления были подчинены общей теме, освещены все виды деятельности учреждения в рамках этой темы.